В честь 30-летия со дня принятия Конституции Абхазии в республике проходит ряд торжественных мероприятий. Для участия в 2 международных научно-практических конференциях в Сухум прибыли гости из России и Южной Осетии. Открывая пленарное заседание конференции «Публичная власть. Проблемы формирования и функционирования», председатель Конституционного суда Абхазии Диана Пилия коротко рассказала об истории создания основополагающего государственного документа. Принятая 26 ноября 1994 года на сессии Верховного Совета Республики Абхазия 12-го созыва и одобренная на всеабхазском референдуме 3 октября 1999 года, Конституция Республики Абхазия стала наиболее крупным событием в истории государственных реформ, которая положила начало становлению современной абхазской государственности. Конституция учредила в стране демократическую модель организации государственной власти с учетом принципа разделения властей в его функциональном понимании. В ходе процесса и формирования новых институтов публичной власти, определения правил их функционирования проводятся конституционные реформы. Создание Конституционного суда стало итогом судебной реформы. Ректор Юго-Осетинского государственного университета имени Тибилова Вадим Тедеев прибыл на конференцию с многочисленными подарками и, поздравляя народ Абхазии с 30-летием Конституции, пожелал ему единства. Я бы хотел отметить, что сегодня Республика Южная Осетия находится в состоянии мира. 16-й год, как у нас нет войны. И мир пришел на нашу землю благодаря самоотверженной борьбе народа Южной Осетии, благодаря помощи братской России, помощи братских кавказских народов. Это мы помним, это мы знаем. И как раз позавчера мы праздновали День народного единства. Я бы очень хотел, чтобы и в Абхазии, и в Южной Осетии было полное единение нации. Как раз к нашему празднику мы выпустили значки, где написано на осетинском «Натех на южинат». В переводе «Наша сила в единстве». Поздравительный адрес участникам конференции направил спикер парламента Лаша Ашуба. Со словами приветствия к гостям конференции обратились омбудсмен Анна Скишмария и уполномоченная по правам ребенка Мактина Джинджолия. Ректор Сибирского юридического университета Юрий Соловей преподнес в дар Диане Пилия маленькую копию Конституции Абхазии. Мы из Сибири, сибиряки, с большим вниманием, с дружбой, с симпатией наблюдаем за развитием Республики Абхазия, фиксируем, радуемся вместе с народом, абхазским народом его успехам. Есть, конечно, трудности, есть проблемы. Не дали, как вот свежие события показывают, насколько мудр народ. При всем, при том, можно говорить по-разному, выдавать разные оценки. Тем не менее, вот это можно зафиксировать как, ну не то что достижение, но как показатель зрелости и мудрости, повторюсь, возможно. Я хотел бы, конечно же, пожелать возьму на себя смелость от сибиряков, пожелать процветания и благоденствия народу Республики Абхазия. Многие высокие гости из-за рубежа не смогли лично посетить конференцию и передали поздравительные адреса и памятные подарки. В их числе председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин и председатель Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики Олег Кабалоев. Поздравительные адреса направили руководители Международного союза юристов, Ассоциации юридических вузов и Ассоциации административистов России, а также ректоры крупнейших юридических вузов России, в том числе юридического института Пятигорского государственного университета. Мне очень импонирует, что сегодня молодежь с нами рядом. Вы знаете, вот ощущение, я думаю, это не только мое ощущение. Вот мы сидим сейчас в кругу друзей. Абсолютно не чувствуется официоз. Это очень важно. Эту атмосферу создали вы. Вот я очень надеюсь, что, я и вчера об этом говорила, что вот работа данной конференции, она послужит дальнейшему процветанию и развитию Республики Абхазия. Здоровья, сил, терпения древнейшему на Кавказе народу, который очень много пережил. И еще нам нелегко будет, нам, потому что России тоже нужны соседи, в которых и политическая, и экономическая ситуация более стабильны. Это для любого соседа необходимо.
Представители Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России, а также Московского государственного юридического университета имени Кутафина огласили поздравительные адреса своих руководителей и преподнесли в дар новейшие юридические труды. Вот это кафедральные книжки. Это лучшие книги в Российской Федерации по административному праву. Они вышли... Второй курс вы слышали? Не, какой скромности, Юра. Сегодняшняя конференция, на которой я буду выступать с небольшим Спасибо, да. сообщением, она посвящена... Вы знаете, вот мудрость Дианы Эдуардовны в том, что она тему этой конференции приблизила к теме своей докторской диссертации. И это замечательно, потому что я, например, буду сегодня критиковать Российскую Федерацию, Республику Абхазию немножко, да, и будет о чем в своей докторской написать. Юго-Осетинский государственный университет имени Тибилова теперь будет более плотно сотрудничать с Конституционным судом Абхазии и Институтом экономики и права Академии наук Абхазии. Соответствующие меморандумы были подписаны в рамках пленарного заседания. По завершении церемонии открытия участники приступили к работе в секциях, одна из которых состояла полностью из докладов молодых ученых и студентов. Надежда Боровикова, Тимур Гогохия, Абаза ТВ.